Село Эргибарлык Браунхемчикского кажуна расположено в 330 километрах от столицы Тывы. Жители этого небольшого населенного пункта вот уже более 2 недель самостоятельно ведут поиски пропавшей при невыясненных обстоятельствах женщины 42 лет. Со слов односельчан, Анюта Оржик, любящая мама, ответственный школьный работник, человек из образцовой семьи. 18 ноября она не вернулась домой, что для нее было совсем не свойственно. 18 числа она вышла из дома и не вернулась. Она поехала на похороны родственников и до сегодняшнего дня не вернулась. Я на похороны не пошел, так как у меня болела спина, и я не смог даже с кровати встать. Я ее туда отправил вместе с матерью. Через несколько дней автомобиль пропавшей был найден в черте города Ак-Довурак за 30 километров от родного села. Сотрудникам правоохранительных органов на первоначальном этапе удалось установить лиц, причастных как минимум к угону транспортного средства. Подозреваемые были задержаны, но потом одного из них отпустили. Их имена, как и версия произошедшего, на данный момент не разглашаются в интересах следствия. Но у родственников пропавшей свое мнение на этот счет. Народ возмущается сильно-сильно. Это же не первый такой случай. Раньше тоже были. А вот родители и родственники отмазали, потому что у первого парня там какая-то связь с прокуратурой, еще у него брат или что-то адвокат, там всякое. Ну, народ-то не так-то так говорит, а? Да еще какая-то там МВД брат или там дядя у него. Вот так получается, кумовство, там по связи. Так, конечно, так как следствие дальше пойдет, если вот так. Поэтому я и прошу, надо всяких... Сказала, надо следователей, нам еще надо. Это мое личное мнение. Односельчане и волонтеры продолжают искать пропавшую женщину. Поисковую группу возглавляет брат Анюты. Он не понимает, почему обращения в МЧС и МВД с просьбой о помощи были проигнорированы. Принимают участие в основном вот родственники, односельчане и коллеги. Так-то вот со стороны полиции с нами вот никто не ищет. И мы написали там заявление, что там поисковый отряд отправили нам водолазников там. Что-то вот нет, уже ждем какие 5-6 сутки. Заявление писали тоже, пока что никто не реагирует на нас. А сами вот все равно ищем днем и ночью. Уже вот 9 сутки ищем. Результата пока нет у нас. Узнав о приезде нашей съемочной группы, близкие родственники Анюты Оржик, да и просто неравнодушные односельчане пропавшей, возмущенные неэффективными действиями следствия, решили напрямую обратиться к министру внутренних дел Тывы. Я хочу попросить министра внутренних дел, чтобы он наладил работу полиции в нашем Кажуне, чтобы была проведена нормальная проверка наших сотрудников на профессиональную компетентность. Такие случаи в нашем Кажуне бывали не раз. Я – бабушка, моя дочь ростит 4 детей. Как нам теперь отправлять детей в школу, если на улице происходит такое? Взрослый человек пропал и ничего не могут сделать. Мы живем в очень небезопасном мире. Помогите нам, пожалуйста. О ходе следствия родственников Анюты Оржик не информируют. Да и в принципе встречаться с ними не спешат. Как нам рассказала бабушка пропавшей, сотрудники Следственного комитета допросили их в качестве свидетелей только после того, как узнали, что в Эргибарлык приглашена съемочная группа 108 канала. С точки зрения обычной логики, этот факт вызывает недоумение. На момент публикации репортажа местонахождение исчезнувшей до сих пор неизвестно. И остается открытым вопрос, жива она или нет. И кто виновен в произошедшем. Мы будем следить за тем, как развиваются события в этой истории. Александр Петрушин, Маратон Макей, 108 канал.